Как в уйгурской автономии сохраняют кыргызскую культуру? Древняя уйгурская земля ежегодно принимает более 300 миллионов туристов, и этот мощный поток также стал стимулом для развития кыргызских кочевых традиций. Прекрасное пение, которое вы только что услышали, является отрывком из величайшего в мире эпоса «Манас». На протяжении более 500 лет этот героический эпос передавался из уст в уста мужчинами, женщинами, стариками и детьми. Какая же сила позволяет этой легенде жить до сих пор? Давайте отправимся в КЫРГЫЗы в Кыргызский округ в уйгурской автономии, где живут около 200 тысяч кыргызов и ощутим пульс кочевой жизни. Манас – это героический эпос кыргызского народа, передающийся из поколения в поколение. В нем повествуется о том, как герой Манас ведет свой народ. Бесчисленное количество раз отражает вторжение врагов и в конечном итоге погибает в одном из походов. Его потомки продолжают его дело, из поколения в поколение сохраняя свой эпос. История героя Манаса превратилась в духовный тотем, передаваемый среди кыргызского народа от старшего поколения молодому поколению. Манас является одной из трех великих героических эпопей Китая, наряду с тибетским Гессером и айратским Джангаром, и каждый его слог наполнен реальной жизнью. Создание эпоса уходит корнями в народное творчество. Его содержание затрагивает историю, культуру, экономику, философию, географию кыргызского народа, демонстрируя их кочевой образ жизни, моральные ценности и эстетические чувства, и признана академическими кругами энциклопедией для изучения кыргызского народа и жемчужиной этнотуризма. Исполнителей эпоса «Манас» называют манасчи. Традиционное исполнение происходит в форме сольного пения манасчи без музыкального сопровождения, полностью полагаясь на устную передачу, и невозможно спеть его полностью даже за 3 дня и 3 ночи. В 2014 году Жусуп Мамай, сказитель эпоса, был единственным наследником, способным исполнить все 8 частей Манаса, а также самым выдающимся представителем среди манасчи. Кыргызы – народ, искусный в устном творчестве, поэтому они не вели письменных записей. Благодаря усилиям более 40 экспертов Уйгурской академии наук, в течение 17 лет был завершен этот огромный культурный проект. Изданный в Урумчи научный труд «Манас» состоит из 8 частей, 18 томов, содержащих более 230 тысяч строк, и по праву является мировым шедевром устного народного творчества. Сегодняшние наследники используют современные технологии, чтобы расширить границы. В студии звукозаписи молодые певцы с помощью электронных синтезаторов воссоздают древние мелодии. В школах дети в традиционных костюмах с традиционными музыкальными инструментами учатся петь «Манас». Когда традиция встречается с современными тенденциями, рождается не просто искра, а новая жизненная сила, приводящая в восторг многочисленных туристов, что придает дополнительный стимул для народного творчества. Молодежь адаптирует отрывки эпосов в стиле рэп, и древняя мудрость обретает новую жизнь в контексте молодого поколения и активно распространяется в социальных сетях и популяризирует кыргызскую культуру. Как исполнитель, я изучаю пение на разных языках, потому что только на одном кыргызском языке «Манас» не может быть понятен большому количеству людей. Мы пытаемся внести инновации, сочетая «Манас» с современными электронными звуковыми эффектами, ударными инструментами, поп-музыкой и другими музыкальными стилями, чтобы привлечь больше молодых людей и туристов к интересу и пониманию Манаса. В 2009 году Манас был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Это признание усилий уйгурской автономии по защите нематериального наследия, дань уважения народу и восхваление разнообразия цивилизаций. От заснеженных вершин гор до цифрового облака Манас никогда не переставал развиваться. Он говорит нам, что истинная культурная преемственность – это не просто сохранение вещей в музеях, а неугасимый огонь в сердцах каждого нового поколения кыргызов на уйгурской земле. И эпос Манас, бережливо сохраненный в уйгурской автономии, сегодня привлекает и восхищает многочисленных туристов со всего мира.